Много вопросов по мобилизации. Вот у нас платформа обратной связи «Решаем вместе», система «Народный контроль», горячая линия 122, Общероссийский народный фронт, военкомат, социальные сети. Совещание президент начал с темы частичной мобилизации. От жителей поступает много вопросов по всем каналам связи. Если в первое время большинство интересовало, кто подлежит частичной мобилизации, сейчас больше стало частных историй. Обращения на разные темы, в том числе сложные семейные ситуации. Рустам Минниханов поручил внимательно отнестись ко всем вопросам. Надо отнестись с терпением, людям объяснять, чтобы никакой грубости, никакого формализма. Да? Во многих случаях там, наверное, просто надо разъяснить. И какие-то раз телефон есть, туда будут звонить. Раз будут звонить, надо нормально по-человечески, человеческим голосом отвечать. Президент обратился и к главам районов и городов. Он поручил взять под личный контроль семью каждого мобилизованного, выяснить, какие проблемы их волнуют, и оказать поддержку. Вы как бы на переднем плане, вся эта работа идет на территориях. Здесь от вашего контакта с населением, от взаимопонимания очень много зависит. Мы должны показать нашим ребятам, которые будут защищать Родину, что касается их семей, близких, мы всегда будем делать все, что необходимо. Это наш долг. Напомним, на этой неделе такая работа уже началась в Казани. Сотрудники исполкома лично обходят семьи мобилизованных и составляют социальные паспорта. Также в городах и районах разработали свои меры поддержки. Еще одна тема совещания – завершение уборки зерновых. Урожай больше 5 миллионов тонн. На экране хотели показать районы, которые внесли наиболее весомый вклад в Каравай Республики. Это Арский район с валовым сбором 219 тысяч тонн, Тетюшский район 214 тысяч тонн. У них самая высокая урожайность по республике 48,6 гектара. Буинский 203 тысячи, Муслюмово 200 тысяч, Мензелинский 200 300 тонн. Республика – крупный агропромышленный регион, говорит Рустам Минниханов. И в этом году у нас достойные результаты. По случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности президент поздравил аграриев и животноводов. Тех, кто каждый день своим нелегким трудом обеспечивает продовольственную безопасность не только республики, но и страны. Все наши намеченные планы, они реализовываются. Понятно, есть вопрос реализации зерна. Но в любом случае, сегодня нет, рынка будет попозже. Главное, чтобы не разбазарить. Но то, что год был достаточно благоприятным. Ну и отдельные слова хочу адресовать труженикам отрасли и растениеводства, и животноводства. Вот Купмарский район, 400 тонн надоя молока в сутки. Это огромный труд. Уборка в Татарстане продолжается. Собирают рапс, сахарную свеклу. Ее уборку уже завершил Ржановский район. По республике убрано больше половины площадей картофеля, почти половина овощей – 20 тысяч тонн. Часть урожая уже в торговых сетях и на прилавках. Рамиль Галиуллин, Лена Зинатуллина, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.